Очень интересная информация, после которой у таджика возникнет очень много вопросов к правительству. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. Таджикистан в ноябре 2022 года экспортировал электроэнергию на сумму свыше $2 миллионов, что почти на 1 миллион больше объема предыдущего месяца, сообщает статистическое ведомство республики. В целом за 11 месяцев текущего года поставки таджикского электричества за рубеж осуществлены на сумму более $103 миллионов. Это на 10% больше с январем-ноябрем 2021 года. Доля электроэнергии в общей сумме экспорта республики в январе-ноябре 2022 года составила больше 5%. Напомним, Таджикистан в соответствии с заключенными договоренностями поставляет электроэнергию в Афганистан и Узбекистан. Именно в Узбекистан весенне-летний период, май-август. Как вы относитесь к такой ситуации? Объемы экспорта растут, а население сидит без света. Это нормально? Заключенный с афганской компанией DAPS контракт на 2022 год предусматривает ежесуточные поставки таджикской электроэнергии афганским потребителям до 400 мегаватт в мае-августе и 40 мегаватт в сентябре-апреле. Данная договоренность предполагает в 2022 году поставки 1,5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в Афганистан по цене почти в 5 центов за каждый киловатт. Глава Барки Тачик Махмадумар Асазада в августе этого года сообщил на пресс-конференции в Душанбе, что ДАПС задолжала Барки Тачик за электроэнергию $28 миллионов. Согласно статистическим данным, в январе-ноябре этого года в Таджикистане выработано свыше 19,2 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Около 94% электричества произведено гидроэлектростанциями, свыше 6% тепловыми станциями. Солнечными станциями выработано всего 300 тысяч киловатт-часов. Это меньше 1% в общем объеме производства. Между тем, жители некоторых сельских районов Таджикистана с октября сталкиваются с ограниченной подачей электричества. Барки Тачик в своем обращении к потребителям в середине октября объяснила это дефицитом водных ресурсов в связи с маловодьем, а также проведением ремонтно-профилактических работ. Но почему-то им хватает электричества, чтобы поставлять его за рубеж, тем более с каждым днем только увеличивает объем этих поставок. А для местного населения у них не хватает воды и других отмазок, чтобы придумать, почему они не поставляют им электроэнергию. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Как вы думаете, кто должен за нее отвечать? И что на самом деле происходит? Как вы думаете, стоит ли вообще прекратить продажу электричества за рубеж? Или они правильно делают, по сути, зарабатывая деньги для государства? Свои мнения, мысли напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.